Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутии продолжаются рейды по выявлению нарушений правил охоты и порядка ношения и хранения оружия. Так, в Амге были проверены 47 человек, составлено 8 административных протоколов, изъято 4 ствола и более 40 патронов. Во время рейда правоохранители задержали браконьера, который незаконно добыл лося. Его данные переданы в районный отдел полиции для возбуждения уголовного дела. По итогам проверок составлено 4 административных протокола за нарушение правил и сроков охоты, 3 протокола за нарушение порядка ношения и хранения оружия, изъято 4 ствола огнестрельного оружия. С места происшествия изъяты более 40 штук патронов и 2 единицы огнестрельного оружия, одна из которых нарезной карабин СКС. Вещественные доказательства части туши и внутренности лося проверены экспертизой на предмет давности отстрела и видовой принадлежности животного. Кроме этого, в леднике сарая, расположенном на этом участке, обнаружены и изъяты 29 уток, в том числе 9 самок, охота на которых запрещена. Одна изъятая особь является занесенной в Международную Красную книгу. Сотрудники полиции приступили к расследованию 2 мошеннических действий на территории Якутии. В первом случае житель Мирного лишился 74 тысяч рублей. К нему позвонил псевдосотрудник банка и под видом настройки оповещений узнал данные карты. Во втором обманули жителя столицы республики. Ему также позвонил лжесотрудник банка и, узнав данные карты, выманил более 20 тысяч. Позднее он сообщил мошенникам номер 2 карты и лишился еще 40. Полиция призывает жителей к бдительности. Уважаемые граждане, полиция призывает вас быть бдительными и не реагировать на подобные телефонные звонки. Никогда не проводите операции по телефону под диктовку третьих лиц и не сообщайте им данные ваших карт, а именно номер карты, имя, фамилию, срок действия, трехзначный код на обратной стороне карты и одноразовый код подтверждения. Также будьте бдительны с номерами операторов других регионов. А в Нейрюнгри ограбили 25-летнюю девушку. Злоумышленник похитил у нее около 14 тысяч рублей и скрылся. Злоумышленником оказался местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. В тот день потерпевшая собрала в своей квартире компанию. Среди них оказался подозреваемый, который привел с собой один из приятелей девушки. Через некоторое время компания решила прогуляться. Из кармана потерпевшей выпал конверт с деньгами. Увидев это, гость оттолкнул хозяйку, вырвал конверт из рук и скрылся. Следователи Мирнинского района просят помочь в расследовании дела по исчезновению. В январе этого года пропал Олег Данилович Вараксин. На вид около 50-60 лет, рост 160-165 сантиметров, полного телосложения, носит усы, волосы седые, имеется косичка. Шрам на левом плече около 10 сантиметров, в левом ухе серьга из металла белого цвета. Лиц, видевших его или владеющих любой информацией, просят обратиться по телефонам, которые вы видите на экране. В Якутске на территории одной из школ в районе поселка Газовиков обнаружены внутренности животных. Администрация школы сообщила о находке в полицию. Причастной к происшествию оказалась целая компания. Полицией задержаны 4 мужчин и девушка. При осмотре были изъяты емкости с костями и мясом от 2 собак, которые они употребили в пищу. Проводится проверка. Завершено расследование по делу супругов. Напомним, одна из работниц фирмы супругов из-за постоянной задержки зарплаты решила сменить работодателя. Такое решение не понравилось супружеской чете. Строптивую работницу решили проучить. Ее избили, отняли сотовый телефон, одежду, обувь и личные вещи. Затем заперли в комнате под присмотром знакомой женщины. Избиения продолжались несколько дней. Девушка смогла убежать и сообщить о происшедшем средствам массовой информации. Супруги обвиняются в незаконном лишении свободы, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, женщина обвиняется в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Ее супруг, бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Якутская,
Помимо незаконного лишения свободы, обвиняется также в превышении должностных полномочий с применением насилия с причинением тяжких последствий. По данным следствия, в период с января 2013 по февраль 2017 года обвиняемая, являясь стороной, принимающей иностранных граждан России, создала условия для незаконного пребывания в городе Якутске 16 граждан Республики Филиппины. Женщина, зная об отсутствии у иностранок регистрации по месту пребывания на территории России, а именно в городе Якутске, приискала, а затем разместила их в жилых помещениях. При этом она подыскивала им клиентов для уборки помещений. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые вину не признали, однако следствием собрано достаточное количество доказательств их виновности, которые легли в основу обвинительного заключения. От паводка в Амгинском районе пострадали территории промышленных предприятий. Речь идет о нефтебазе Саханефтегазбыта. Для учреждения это самое масштабное затопление со дня создания. Зато всех жителей и работников нефтебазы и промкомбината вовремя эвакуировали. В данное время идут восстановительные работы. Сообщается, что разлива нефтепродуктов из-за чрезвычайного происшествия допущено не было. На сегодняшний день розливов нефти и нефтепродуктов нету. Пятно, которое было обнаружено у нашего гаража, ввиду того, что нефтебаза стоит на самом высоком месте в районе затопления, с гаражей частных, дворов, территорий, весь мусор собрало вот именно в этом участке, получается. Своевременно мы бросили там боновое ограждение в самых опасных участках по территории нефтебазы. Сейчас, позавчера, получается, мы там провели мероприятие по ликвидации этого пятна. Сорбентом посыпали, и сегодня будем собирать это все. Хочу поблагодарить свой коллектив за самоотдачу. Все эти дни они по домам не расходились, все здесь дежурили круглосуточно, спали в машинах мы. Общественная палата просит население республики не поддаваться панике и принять участие в сборе материальной помощи пострадавшим от паводка районам. Общественники провели совещание, где обсудили, как помочь людям. Было принято решение провести благотворительный телемарафон. Наш канал окажет поддержку в его проведении и трансляции. Сбор средств планируется уже в конце этого месяца. Он будет называться «Всем миром», и все собранные средства пойдут пострадавшим жителям пострадавших районов от паводка. Мы поддерживаем решение правительства, которое было принято, о том, что об открытии специального счета, единого счета для пострадавших всех районов. И члены общественной палаты планируют взять под контроль поступление и, самое главное, распределение этих средств с тем, чтобы все средства были доведены по назначению именно для наиболее пострадавших районов от этого паводка. На этом пока все. Берегите себя и не оставайтесь равнодушными.